Цифровые технологии добрались и до глубинок Якутии. В школе села Нюэлинского района полностью модернизирована материально-техническая база. В рамках реализации федерального проекта «Точка роста». Всего в России открыто свыше 2000 подобных образовательных учреждений. 54 из них в Якутии. Теперь ученики из отдаленных населенных пунктов могут получать качественное образование и знакомиться с техническими ноу-хау. Главным условием в конкурсном отборе был ремонт, соответствующий всем требованиям и стандартам, которые в Нюйской школе произвели за счет финансирования из районного бюджета. Современное оборудование закуплено для таких предметов, как информатика, физика, химия, ОБЖ, биология. Планшетный ноутбук, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности. Такое современное оборудование поступило в Нюйскую школу в рамках реализации федерального проекта «Точка роста». Шлем VR у нас в одном экземпляре с полностью укомплектованным компьютером, то есть мощный игровой компьютер был предоставлен. Дети сейчас осваивают, но он позволяет погрузиться в виртуальную реальность в том смысле, что, допустим, прогулки космические брали, хотим еще музей виртуально посещать, то есть будет возможность. Потом создание, то есть виртуальной среды, это программирование, то есть VR-программирование. Сейчас мы только его начинаем. Около 11 ноутбуков мы получили, планшетных ноутбуков, что позволяет одновременно, соответственно, в одной аудитории разместить детей, которые могут работать на моноблоках и одновременно на компьютерах. Все компьютеры с подключением к интернету. Но самым главным центром является интерактивная доска нового поколения. Они требуют, то есть громоздких подключений, именно отдельного проектора не требуют для своей работы, не требуют компьютера, то есть в ней уже все встроено. Она работает на базе Android и плюс работает как персональный компьютер с достаточно большим количеством функций. Можно проводить конференции, проводить уроки, там имеется полностью многофункциональная доска сенсорная, обращаться тут же к источникам, допустим, в интернете. А еще здесь есть квадрокоптеры, предназначенные для помещений и улицы. 3 маленьких, достаточно маневренных, могут быть использованы в здании, и большой квадрокоптер уличный. У нас есть 3D-принтер, то есть с программой, позволяющей печать различных, то есть элементов из пластика. Работа его полностью освоена. На сегодняшний день дети могут печатать на нем. Младшие, конечно, не на принтере выполняют работу, а выполняют с помощью 3D-ручек. Дети, конечно же, с удовольствием занимаются на таких увлекательных уроках, на которых могут в онлайн-режиме перенестись в другие города, посетить достопримечательности и даже побывать в космосе. А еще могут сами создать свой виртуальный мир. Также многие ученики с азартом посещают кружки, в которых используют современные технологии. Разные учителя, там в кабинеты разные ходишь, так интересно. Там, например, по биологии микроскопы смотришь, по картам все изучаешь. Где участвуете? В олимпиадах, в клубе, например, там конкурсы бывают какие-нибудь, там поделок, еще чего-нибудь. Нюйская школа не случайно стала участником федерального проекта. Здесь трудятся высококвалифицированные педагоги. Ее ученики всегда отличались достойным уровнем знаний. Из ее стен вышло немало медалистов. Последние 4 года подряд нюйские педагоги выпускали стабильно по одному медалисту. Но если взять по прошлому году, у нас ОГЭ и ЕГЭ сданы достаточно, скажем так, для школы нормально. То есть у нас не было завалов. Дети, особенно ЕГЭ 11 класс, сдали на хорошие баллы, русский, математику, особенно основные. И неудивительно, ведь к экзаменам учащихся готовят такие сильные педагоги, как учитель по русскому языку со стажем более 40 лет Лидия Алексеевна Орлова, которая в этом году ушла на заслуженный отдых. Учитель по математике со стажем более 30 лет Лариса Михайловна Коробко. Как известно, для успешной учебы важна база тех знаний, которые получает маленький ученик у истоков образования в начальной школе. Плеяда учителей начальных классов представлена такими именами, как педагоги с 30-летним стажем Елена Федоровна Филатова, Елена Яковлевна Кинслер. Блеснут в последний раз золотом окна домов. Блеснут тихо. Уроки нюйских преподавателей интересные, увлекательные. Они с легкостью справляются даже с так называемыми трудными детьми. Например, такие опытные педагоги, как Елена Яковлевна Кинслер, всегда находят подход к каждому ученику. И для них становятся зачастую больше, чем просто учитель. А что для этого нужно? Ответ знают они, педагоги нюйской школы. Во-первых, надо понять детей.
слышать, что они хотят. Ну, в смысле, как слышать? Понимать, что они хотят. Во-первых, у нас, вот, например, здесь, в сельской местности, очень много неблагополучных семей. Ну, на детях это очень сильно отражается, на их учебе, на их поведении, и поэтому их понимать надо. Много таких случаев, там, убегают из дома. Вот сегодня был случай, убежал из дома. То есть надо понять ребенка, что ему тяжело дома. И поэтому у нас вот в начальной школе, в нашей начальной школе, у нас очень хорошо поставлена работа с родителями. Вот это одно из основных у нас задач – правильно работать с родителями. То есть тоже и родители где-то услышать, им тоже кому-то плохо, и кому-то надо помощь. Елена Яковлевна возглавляет методическое объединение начальных классов и может с уверенностью сказать, что их коллектив успешно осваивает все новые технологии. Ну, например, вот сейчас в последнее время это знакомство с новыми технологиями, вводить эти новые технологии КТ, это работать с техникой. У нас сейчас очень развито вот это работать с техникой, с компьютером, с интернетом. Особенно сейчас в пандемию нам приходится работать, когда мы были на карантине, приходилось работать и с детьми, и с родителями. То есть вот это тоже и приходится и родителям как-то это внушать, что это нужно, и самим учиться. Мы каждый раз учимся, постоянно учимся. Активно сотрудничает школа и с учреждениями культуры. Большая внеурочная работа проводится совместно с Нюйской сельской библиотекой на протяжении многих лет. В конце года у нас подводятся итоги по номинациям. Да, у нас очень много начальных классов, много детей. Я хочу даже не за себя сказать, за всех. У нас номинации художник, номинации там лучший читатель года и так далее. То есть мы связаны с библиотекой сельской. И вот это все потом подводится, и у нас получается балл в конце года. И вот там очень хорошо тоже построена эта все работа нашей администрацией и работниками по воспитательной части. То есть вот дети получают грамоты, какие-то призы. Это все такое торжественное, все с видео. Очень красиво и здорово сделано. Поэтому мы участвуем и подводим. Когда подводятся итоги, то наши дети там блистают. Трудятся в Нюйской школе целые династии. Например, Наталья Ивановна Алексеева, учитель начальных классов, заместитель директора по учебной работе. Николай Иванович Авдеев, учитель физической культуры. Они достойно продолжают деятельность своего отца Ивана Николаевича Авдеева. Показывают хороший результат и молодые педагоги, такие как Кристина Вадимовна Потапова. Вот уже несколько лет трудится в Нюйской школе человек приезжий, учитель истории Петр Александрович Маринин. Мне нравится урок истории. Петр Александрович очень хороший учитель. Биология тоже очень интересный предмет. И еще мне нравится по математике решать разные примеры, уравнения. Какие они, сельские ученики, наверное, очень дружные и сплоченные, ведь классы небольшие. Что они любят, чем интересуются, об этом из первых уст. Учителя хорошие, предмет хороший преподают. Какой предмет твой самый любимый? Не знаю, но нравится там алгебра, геометрия. Мне нравится музыка и физкультура. Я хочу быть поваром. Ну, врачом, наверное. Еще пока не выбрала, но есть предположение, что или дизайнер, или повар. Я занимаюсь волейболом, и у меня есть хобби, я плету браслеты. Хорошо рисую и люблю готовить. Молодцы. Так, после 9 класса собираетесь здесь оставаться или Нет, поедете? я буду учиться до 11-го. Я до 9 планирую. Я планирую тоже до 9-го. Когда отучитесь, возвращаться планируете в поселок или нет? Нет. Возможно. Возможно, но не планирую. Нюйские ученики всегда активно принимают участие в районных мероприятиях, конкурсах чтецов, олимпиадах, спортивных соревнованиях, экспедициях, как краеведческих, так и экологических. В этом году ученица 9 класса Карина Крафт побывала в 23-й детской экологической экспедиции «Азимут», которую проводит станция юных натуралистов Центра доп. Образования СРГ совместно с Комитетом государственного экологического надзора Ленского района. Понравилось то, что подружилась со всеми. Интересно очень. Исследовательская работа у нас была, проекты делали, изучали насекомых, растения, и рыбу изучали, рыбачили.
Руководит школой вот уже 8 лет Алексей Романович Извозчиков. Несмотря на большую занятость, он не оставляет педагогической практики. Алексей Романович – учитель географии, а также физической культуры. За годы его руководства школа преобразилась. У нас произошло и оснащение школы, начиная с того, что оснащена материальная база, проведены ремонты. Конкретно это ремонты сделаны во всех кабинетах у нас, как полы, стены. Также произведены ремонты и внешнего фасада школы. В этом году у нас планируется ремонт мастерской. Также будет установлен забор по периметру. В школе имеется современная уличная спортивная площадка со специальным покрытием. Не обошла стороной Нюйскую школу и всеобщая проблема для сельской местности – нехватка кадров. Сложность возникает с преподаванием русского языка и литературы. Единственный учитель уже в преклонном возрасте. В 5-6 классе русский язык и литературу ведут учителя начальных классов. Английский язык у нас будет дистанционно. Мы работаем с учителями с города. Поэтому вот еще у нас английский вот в таком режиме. Учитель в этом году уволилась уже по возрасту. Ехать к нам никто не едет. Заметно с каждым годом сокращается количество учеников. Если до 2000-х годов в Нюйской школе было по 2 класса в параллели, то теперь максимальное количество в одном едва ли превышает десяток. Я когда пришла сюда в 92 году, было 9 начальных классов. Причем было один класс был 1 к 3. То есть сейчас 1 к 4, а был 1 к 3. И вот он 9 класс был. Сейчас многие люди поразъехались. Это было прямо заметно в 2002 после наводнения. И классы заметно уменьшились. Если у меня были классы раньше, когда было 2 класса А и Б, было по 28-24 человека, то сейчас в моем классе 12 человек. В начальной школе, вот у меня класс большой, еще там 1 класс большой, 12, 14 считается, это уже большой класс. Всего в Нюйской школе сегодня обучается 100 учеников. Классы от 10 до 13 человек. Самый маленький – 11, 3 учащихся. А 10-го нет вовсе. Окончив 9 класс в прошлом году, ученики отправились в средние специальные учебные заведения. В таких малокомплектных классах грех не учиться, если не на отлично, то хотя бы на отметку хорошо. Нужно отметить, что первой ступенью образования, пусть неофициально, все же является детский сад. С некоторых пор детский сад села Нюя стал структурным подразделением Нюйской школы. Долгие годы его возглавляла Наталья Извозчикова, в прошлом один из сильнейших преподавателей начальных классов. Детский сад в Нюе сегодня посещают 39 детей. В ближайшее время будет набрана младшая группа 6 человек. Рождаемость, к сожалению, в селе упала, поэтому новобранцев будет мало в этом году. Группы объединенные всего 3. Первая младшая с 1,5 до 3 лет, вторая младшая и средняя с 3 до 5 и старший дошкольный возраст с 5 до 7 лет. В Нюйском детском саду трудятся педагоги с большой буквы. Есть педагоги с большим стажем, с большим опытом работы. Галина Антоновна у нас педагог с высшей категории, работает очень много лет. Также Валентина Васильевна Циркина, тоже педагог с большим опытом работы. Также к нам пришли молодые специалисты. Молодой специалист – это Авакумова Лидия Георгиевна, ведет у нас ФИЗО и на полставки ведет воспитателем. Также у нас есть педагог-психолог Иванова Снежана Викторовна, музыкальный руководитель Аксаментова Елена Иннокентьевна, ну и воспитатели – это Белоусова Ирина Георгиевна. А результат – успехи воспитанников детского сада. Нюйцы с самого младшего возраста активно участвуют в различных образовательных и спортивных конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях и всегда занимают достойные места. В районных конкурсах чтецов имена нюйских детей всегда на слуху. Сейчас в детском саду начался ремонт за счет средств районного бюджета. Это почти 500 тысяч рублей. В ближайшее время мы планируем ремонт. Это смена пола, замена кафеля, побелка, покраска. Так как в Нюе школа – единственный центр образования, все дополнительные занятия предоставляют детям тоже здесь. Это различные спортивные секции и кружки по интересам. Кружки по направлениям звуки, музыки, азбука общения у нас вот для малышей. Юные медики, 5-6 класс у нас занимаются. Потом у нас есть кружок инфознайка. Там вот ребята занимаются на компьютере, да. Ну, в точке роста вот.
Шашки, шахматы. Вот так живет, развивается и шагает в ногу со временем сельское образовательное учреждение. И, кстати говоря, образованию в селе Нюя свыше 100 лет. А пока в поселке есть школа, населенный пункт существует. Это давно известная всем азбучная истина. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.